Sveikinusiu su jumis iš kur? Apleistą autobusų parką. Čia atėjom tai į gana įdomią patalpą. Ne, čia atlyginimai sudėti buvo, stelažas pinigam. Geras, numerį autobusų. Tai čia pilis viršininko, viduje angaro. Geras. Inkariukai, nauji. O, čia miegojo kažkas. Migis, dydis tai įspūdingas. Sveiki, eteryje laida Praeities žvalgas, aš Arūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis šį kartą iš Latvijos. Esu Rygoje, esu Rygos uoste ir šiandien jums parodysiu vieną įmonę ir apie tai papasakot man padės Vlad. Влад, привет, скажи привет или зрителям. Привет. Влад, где мы сейчас стоим? Мы находимся сейчас на судоремонтном заводе в Риге. Это не заброшено, это действующий. Это действующий завод, да, большой. А смотри, здесь может так кто угодно ходить, да? Ну, здесь могут находиться люди рабочие на заводе, которые работают здесь. Ну и те, кто записался на экскурсию, расписались, получили временный пропуск на завод. Ага, то есть это как мы сейчас зашли по пропускам, да. Строго по пропускам. Хорошо, Влад, а что тут интересного, что мы увидим сегодня? Ну, этот завод советского времени постройки, поэтому здесь много советской архитектуры, кранов советских. В целом интересное большое производство, очень крупное. Угу. И тут я, как вижу, еще там работают люди, да, ставят корабли. Да, они сейчас... рабочий день, сегодня много рабочих и много кораблей. Окей, хорошо. Так с чего мы начнем? Ну, начнем мы, наверное, с той части завода, где корабли, где цеха, в которых раньше строились корабли. А сейчас? Сейчас уже меньше. Меньше объем. Хорошо, давай пошли тогда. Покажи, расскажи, что там. А тут какая-то яхта, да, богатого человека? Ну да, яхта стоит на ремонте. Какое-то время вот недавно приплыли такие два больших корабля. Это здесь мы видим один корабль, но на самом деле сзади еще один стоит. А вот это тоже, да, на ремонт? Да, это тоже на ремонте, уже больше месяца стоит. А ты знаешь, что это за корабль? Который? Ну вот тот серый большой. Ну, какой-то морской сухогруз. Сухогруз, да, это? Как я понимаю, да. Окей. А в корабли можно? Ну, вряд ли. Ну, я не имею таких полномочий. А, понял. Корабли, они же так приватные, да, они кому-то принадлежит. Территория другого государства считается. А, даже так? А этот корабль с какого государства? Только не знаю, там с другой стороны потом будем возвращаться, когда увидим флаг. Я думаю, можно его распознать. Либо посмотреть по названию корабля. А, потом по гуглу, да, посмотреть, проверить. С какой стороны он приплыл. Знаю, что последняя точка, откуда они приплыли, это была Германия. О, можно тут поближе подойти к кораблю? Этот корабль, он приподнят или он еще на плыву? Корабль не заполнен. Ага. Поэтому он максимально облегчен и держится на плаву на такой высоте. Когда корабль загрузок, он находится под водой вот по красной цифре. А, это красная, это ватерлиния, это да. Да. А какая глубина здесь, вот здесь, где он стоит? Берега сразу же 5-9 метров. А, 9 метров. О, он у нас какой большой. Теллер Маэстро. А тут их местные, да? Эти корабли, там траллеры. Это буксиры, да. А, буксиры, да? Буксиры, которые строились на этом же заводе. Угу. Там сбоку на борту потом мы видим эмблему завода. Получается, да, это местные буксиры, которые помогают кораблям пробиваться к берегу. Понял. А там док, да? Тот красный. А, и баржа там? Ого. Так, мы подошли к цехам, да? Да. В начале 2000-х годов производились даже военные корабли, которые в настоящее время на вашем, да? Военный морской флот, да, в Латвии. Тот
оставшихся кораблей. Угу. Их где-нибудь не только в Латвии. Понял. Потом корабль, военный корабль Скрунда. Ага. И увидишь вот тип кораблей, которые здесь именно строились. А он здесь стоит, да, мы увидим? Здесь на заводе его нету, конечно, но здесь как выглядит корабль, это можно. Окей, хорошо. А, это и есть, да? А это именно советский значок этого завода. Угу. СРЗ это Рижский судоремонтный завод, ММФ это Министерство морского флота. Окей. А там сдалека там грузовой порт, да, рижский? Это вот терминал, где контейнерный терминал. А, рижские контейнеры. А, понял. A kiek galima pabandyti užlipti, tai pabandysim užlipti. Jeigu niekas neišvys mūsų čia, tai pasižiūrėsim. Gerai, čia yra plaukiantis, pulsuriuojantis kranas. Блямо, каблис куксей. А это зачем этот груз повесили не здесь? Чтобы не шаталось. Не шатался, да, крюк. А, 6 тонн. 6 и больше тонн. Обратите внимание, как близкий порт заходит круизный корабль. О, да. А это баржа, да, большая? Да, это большая баржа, она здесь стоит уже много лет, ну не особо как-то используется. Просто стоит. А там еще третий, да, корабль? Это тоже на ремонт привезли? Стоит уже где-то 1,5 месяца здесь на ремонте. Его красят как снаружи, с помощью подгоняют туда такой плот большой с весами, и его красят с этой стороны. Ну и с той стороны с берега красят. А смотри, там вот часть, что под водой, что не будут красить? Ну, видимо, это такой чисто косметический, но не полный ремонт. А, видимо, на продажу. Происходит у нас там сухих доков, которые поднимаются. Nežinau, ar prieš saulę jau matysis, bet čia užrašyta Vysotsk 3, Leningrad. Uostas, matyt, Leningradas, laivas vadinasi Vysotsk 3. Bliamo, šitie laivai tokie didžiuliai, iš tikrųjų laivai, kai plaukia jūroje, jie neatrodo, kad tokie dideli, bet čia atsistojus arti prie jų yra, bliamo, gabaritai nežmoniški. Kaip ir šito krano. Žiūrėkit, už manęs kranas. Kiek matosi viršų. Aišku, jau ten saulė šviečia, nelabai matysis. Net nežinau, kaip nufilmuot, kad visas tilptų į kadrą, čia žvėriškas dydis. Nestovėk po strėlę, kad čia pas tave, sakau, šalmą užsidėk, kad čia vien tik tai pririšimas tos strėlės 6 tonų, tai ką čia ta šalmas padės. Ant galvos užkristų 6 tonos, tai čia tikrai nepadėtų šalmas. Dar sunkiau būtų paskui iškrapštyti šalmo smegenų likučius. Ну что, Влад, что дальше? Дальше пойдем посмотрим издалека на дуки. Окей. Да. Пройдем мимо советского цеха. Это сдать цех. А внутрь цеха нельзя? Можно попробовать зайти, ну, наверное, на обратном пути, да? А, окей. Сейчас, смотрю, работает. Но они там что-то, это как склады, сейчас не как цех. Да, это склады. Там хранят такие палеты или материалом. Дерево. Хранят дерево. А, понял. То есть обработанные доски там хранятся, которые хранят здесь. Они нам могут, ну и позже закрывают этими палетами. Смотри, у меня еще такой вопрос. Ну, здесь есть местная пожарка. Ну, здесь, ну, в порту. Есть местная пожарка, но получается она такого заброшенного вида, да, не функционирует. Но в данный момент сейчас автосервис. Угу. Вот, получается, что местной пожарки такой нет, да. Но все меры безопасности, то есть в каждом здании есть огнетушители, система пожаротушения, то есть в этом плане все серьезно. Ну, а смотри, еще вот вопрос. Это же строилось в советские времена, да, я как понимаю? То есть... Да, начало, конечно, завод получил еще раньше, да. До войны. Еще до войны. Советские, это еще старые постройки. Да. Так, да. Ага. Они советского времени. То есть...
Хорошо, а вот то, что строило в советском периоде, это бомбари. Должны были быть бомбари, бомбоубежища? А, есть, да? За территорией есть штаб, районный штаб, Мгм. сидело руководство завода, плюс ответственные люди Мгм. за эвакуацию населения и проведением других Ну понял, а смотри, а в бомбари можно будет зайти? здесь бывает, да, рядом Мгм. есть, но как бы я сам их лично даже не был. В одном сделали, насколько я знаю, склад документов, А, да, а во втором он закрыт, там такие двери серьезные, ну да. современные, он закрыт, и сам тоже, как я понял, пустота. Там раньше был склад каких-то красок, материалов, поэтому от советского времени убежище, в принципе, ничего не осталось. Самое интересное убежище номер 2, оно в другой части завода. Там как раз мы провели за зиму полную реставрацию, и сейчас он выглядит как подобает советскому бомбоубежищу. Это сейчас, это тоже на ремонте? Да, корабль на ремонте, стоит здесь примерно, может быть, меньше месяца даже. Мгм. Здесь советский, здесь довоенный БРЦ, там написано, кстати, есть надпись такая, табличка. А это, вижу, уже перекрасили, да? Да, корабль на ремонте находится, но видишь, достаточно быстрый ремонт, тоже без капитального ремонта, то есть красят это по порта. Мы подходим максимально вот сюда, да, в эту часть. Ага. Отсюда визуально видно все, и отсюда я рассказываю. Блін, Хебра, priešais yra dalykas, kurį labai norėjau pamatyti senai, bet nebuvau dar matęs gyvai, tik tai nuotraukose arba per teliką. Tai yra sausi dokai, kurie paskęsta, įplaukia laivas ir jie paskui iškyla su laivu. Toli, nežinau, kiek kamera pritrauks, bet jie kažkiek matosi. Va, vienas didžiulis ir kitas mažesnis. Расскажи, Влад. Получается, это блок, который затапливается под воду. Позже приплывает судно, его туда буксиры заталкивают, ставят на деревянные такие подножки, палеты. Его ставят, получается, дном на эти палеты. И позже вода откачивается из дока, и док всплывает. Получается, корабль находится на суше. После этого уже производится капитальный ремонт как палубы, так и днища. И даже вот можем увидеть винт. Bandysim iš kitos pusės prie laivo prieiti arčiau, čia po kranais. Ten yra darbinė zona, kur neleidžia žmonėm vaikščioti, bet kažkaip mes čia, sakė, per kitą pusę prieisim, arčiau pasižiūrėsim. Labai noriu iš arti parodyti jums tą gelbėjimosi valtį. Čia vėl, sakė, po kranų šalmų užsidėti reikia būtinai. Это фреза, да, я как понимаю? Это называется горизонтально-расточной станок. Включишь? Дай запусти. Я бы запустил, если Ага. Блин, ну большой такой. А там еще больше есть, да, еще один? А там еще там, смотри, там еще, это уже немецкий, это даже не кацапский. Здесь красный пролетарий. Это уже раннего советского, 68-й год. Да. А смотри, а вот к сухим докам там нельзя обойти, да, спереди? Ну, не разрешает, во-первых, нам очень... А, Можно подойти вот туда, да? а здесь бывает, что разгружаются корабли, да? Недавно. Ого.
Да. Огромный цех есть полностью полузабит резинпалетами, и они полный цех, этот огромный, они загрузили в корабль на неделю. Ого. Да, там видно, даже машины едут внутри этого дока. А смотри, здесь, куда здесь можно попасть? А это получается отделение, где проходит кабель, здесь же получается рельс и кран. Grūdus atvežė, grūdų sandėlys pasidarė. Anksčiau čia laikydavo medžio paletės. Va, žiūrėkit, šitas visas sandėlys man už nugaros. Jisai buvo prikrautas medžio palečių ir paskui visas tas paletės sukrovė į laivą vieną. Tai įsivaizduojat, laivas kokio dydžio. Šitas visas sandėlys iki lubų buvo privarytas. Matot, man už nugaros stovi sunkvežimis, fūra. Prasme, normali fūra. Kaip nykštukinė atrodo. Viskas va čia tilpo į laivą. Čia va viršų kranai. Pakrovimo. 2 tonos, o ten viršutinis 80 tonų. Neblogas. Вот там вот огромная гора, это гранула, тут видно. Ага. Это не зерно, это гранулы. Да, такие гранулы. Я не знаю, из чего они сделаны, ну, может быть, от зерна, может быть, для отопления, ну, такие вот гранулы, да. Они сейчас загружают здесь, а потом будут в корабль. Ну, раз привозят напоров сюда, значит, они будут грузить это в корабли. Окей. Куда дальше? Угу. На краны можно будет залезть? Чтоб сверху там по фоткать, поснимать. Ну да. Очень аккуратно, да, то можно попробовать. Если очень хочется, тогда можно. Блин, это такой же кран, как в Чернобыльской зоне. Ну-ка, валдись у крана дыма. Это старый белорус. Gerai, chebra, įdomiausia dabar mūsų ekskursijos dalis. Pateksime į požeminį bunkerį esantį šioje gamykloje.